Всем привет, с вами Катя Некреча и Крым Реалии. Готовились ли вы к выборам так, как кандидаты в народные депутаты Украины? Наше с вами дело слушать, смотреть, задавать вопросы и получать ответы. Для вас мы зашуршали и приглашали всех кандидатов-крымчан из разных политических списков. А там, где не было крымчан, искали тех, кто хоть сколько-нибудь или когда-то был связан с полуостровом. Не все к нам пришли, это важно сказать, но мы все равно готовы показать позиции, мнения и планы кандидатов в депутаты. О выборах мы подробно и непрерывно рассказываем на всех платформах Крым Реалии. Но для вас, именно для вас мы сделали подборку с цитатами. У кого какие мотивы, что можно сделать для Крыма в Киеве. Напомню вам список крымчан, которые баллотируются в разных партийных списках. Там есть представители Меджлиса крымско-татарского народа и Курултая. Например, Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз идут по спискам партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». А вот председатель Меджлиса Рифат Чубаров в партии «Сила и честь» Игоря Смешко. Гаяна Юксель в партии «Зеленых Украины», а Рустем Умеров в партии «Голос». Есть те, для кого это первая попытка прорваться в Верховную Раду. Например, Тамила Ташева и Саша Дворецкая. Они правозащитницы. Но вот они идут в партии «Голос» Святослава Вакарчука. А блогер и дизайнер из Крыма Елизавета Богуцкая в партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Кстати, это единственная крымчанка в списке этой партии. А есть опытные политики, как крымчанин и бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко. Он идет со своей политической силой «Сила права». Есть еще некоторые украинские политики, которые в определенный момент жизни работали или избирались в Крыму. Например, экс-депутат Крымской Верховной Рады Александр Кужель, который идет в списке ВО «Батькивщина». В списке оппозиционной платформы «За жизнь» есть экс-депутат Крымской Верховной Рады Нестор Шуфрич, экс-министр финансов Крыма Николай Скорик и Анатолий Присяжнюк, тоже экс-депутат парламента и человек, который долгое время работал на разных должностях в правительстве Крыма и крымском главке МВД. А вот экс-глава Совета министров АРК Анатолий Могилев возглавил список партии «Независимость». А вот украинская гимнастка и крымчанка Анна Ризаддинова, она зарегистрирована как мажоритарщик по округу номер 93 в Киевской области. Ну что, с кого начнем? В партии «Слуга народа» есть одна крымчанка, только одна. Это блогер и дизайнер из Крыма Елизавета Богуцкая. Как же крымчанка попала в список «Слуги народа»? Я туда написала свое видеорезюме, видеообращение туда сделала, описала свою биографию, то есть, фактически подала себя для того, чтобы мою кандидатуру рассмотрели. И вам перезвонили? Мне перезвонили накануне съезда, перезвонил мне Дмитрий Разумков и сказал, просто пригласил, он не говорил. Лично он позвонил, и он пригласил. И таких гостей, как я, которые потом оказались членами партии, было несколько человек еще, с которыми мы сидели рядом. Я даже не подозревала, мы поздоровались с ними, я даже не подозревала, что я буду включена в список. Что же в программе «Слуги народа» есть про Крым? И есть ли какое-то видение, что делать с полуостровом, план действий и тому подобное? Позиция партии, что Крым — это Украина, однозначная позиция, и эта позиция пересматриваться не будет. Будет разрабатываться новая концепция деоккупации, поскольку старые уже не работают. Новые законы, которые касаются крымчан, которые живут на территории Крыма сейчас, которые стали переселенцами, которые сейчас находятся в местах заключения в Российской Федерации или находятся под политическим преследованием в Российской Федерации. Крымчан, которые воевали в зоне АТО и стали добровольцами, которых, собственно говоря, практически бросило государство. Вот в эти все моменты мы не просто будем оговаривать. Цитаты из интервью разных кандидаток крымчан мы даем без логики, поэтому порядок ни о чем не говорит. Следующий герой эфиров радио Крым Реалии Тамила Ташева, координатор инициативы «Крым-СОС». Она идет в Раду в списке партии Святослава Вакарчука «Голос». И вот как Тамила туда попала. На самом деле в «Голосе» была очень простая процедура. На самом деле нужно было подать свою анкету и изъявить желание, что ты хочешь попасть в списки партии «Голос». Это был номинационный комитет, состоящий из 7 человек, и поэтому решение непосредственно в партии «Голос» принималось большинством людей, да, каждому человеку, которого номинировали в список, выставляли определенное количество баллов. А что конкретно она и ее коллеги
шаги по списку планируют сделать для Крыма и крымчан? Если говорить о Крыме и вообще оккупированных территориях и внутренне перемещенных лиц, и главный месседж, наверное, который мы говорим, это вопрос достоинства человека, да, и что нам необходимо вернуть человека в центр принятия любых решений. Мы будем работать. Это вопрос коренного крымско-татарского народа, потому что в апреле 2014 года Верховная Рада приняла постановление о признании крымских татар коренным народом и его представительских органов, и это необходимо довести до конца принятием уже законодательных актов. Это закон про коренной народ. Да? Это вопрос языка. Это, конечно, касается в первую очередь крымских татар и реализации прав. Это вопросы, связанные с политическими заключенными, ну, если говорить грубо, да, вообще это людей, которые преследуются по политическим мотивам и находятся в местах лишения свободы, и улучшение социального обеспечения этих семей, самих этих людей. Сейчас предлагаю вам послушать Мустафу Джемилева, опытный политик, который давным-давно в Верховной Раде, и он сделал довольно откровенное признание в эфире радио «Крым Реалии», что не хотел идти туда снова, но получается, что пришлось. Я ему, Петру Алексеевичу, говорил: слушайте, давайте вместо меня, Чубарова. Мне не обязательно быть депутатом, в моем возрасте уже не очень прилично динозавру, 75-летним быть депутатом. Я уже 20 лет отсидел, говорится, 15 там в зоне, тут еще 20. Но он сказал: нет, я хотел увидеть ваши списки. Вот так получилось. А при каких обстоятельствах может случиться деоккупация Крыма? Ответ на этот непростой вопрос в эфире таки прозвучал. Во-первых, должно быть усиление государства в военном плане, чтобы оно могло отразить в любое время агрессию новую. Во-вторых, нам очень важна стабильность в стране, потому что любая дестабилизация – это на пользу нашему врагу. И шансы у России закрепить за собой Крым как свою территорию только в том случае, когда здесь будет такая пророссийская власть, типа Януковича, с которой скажет: согласен, это русская территория, и тогда, конечно, будут сняты всякие санкции, и у вас Запада не будет оснований для того, потому что Украина сама согласилась. Вот это самые важные факторы. Ну и, конечно же, мы связываем это с курсом Украины на евроатлантическую интеграцию, на усиление санкций против агрессора. Даже самый серьезный разговор у нас на радио может прервать лай собаки. Но это не потому, что Мустафа Джемилев пришел с ней в эфир, а потому что именно такой рингтон у него на телефоне. Рустем подписался. Это знаменитый рингтон Мустафы Джемилева. Мустафа, его уже знают многие. Неожиданностью для многих стало, что Рифат Чубаров, который последние 5 лет был депутатом от партии Петра Порошенко, внезапно оказался третьим в списке «Сила и честь» Игоря Смешко. Такое решение было принято из-за не очень проходного места в списке новой силы Порошенко «Европейская солидарность». И вот что рассказал о выборе политической силы сам глава Меджлиса крымско-татарского народа. Мы определились по тем партиям, которых мы просто, мы безусловно уверены в том, что они точно таких же политических принципов и целей, как мы. Сильная демократическая Украина, Крым в составе Украины. Вот эти два таких, остальное все от этого происходит. НАТО, Европейский Союз. Какие шаги следует предпринимать в Верховной Раде для деоккупации Крыма? Членство в Европейском Союзе, членство в НАТО являются одними из наших главных задач. Вопрос деоккупации Крыма и других оккупированных территорий. Более того, мы в нашей программе указываем о том, что мы должны максимально мобилизовывать наших партнеров в части принятия экономических, дипломатических, политических мер воздействия на Россию. И мы должны делать упор на ответственности государств-подписантов Будапештского меморандума. Мы об этом вынужденные переселенцы должны рассчитывать на помощь государства, особенно то, что касается молодых людей, в их обучении, трудоустройстве. А вот и ответ на вопрос: с кем бы вы никогда не вошли в коалицию?
Это та сила, которая оппозиционный блок «За життя», и второй, я их еще и по названиям немного путаю, там, где Мураев, оппозиционная Вилкул, платформа, да. оппозиционная платформа. Эти две силы — это открытые, их даже нельзя назвать агентами, они уже в прямом смысле это колонна, которая уже на этапе предвыборной кампании, она закладывает уже пророссийские вот такие устремления в Украине. А вот что говорят относительно такой коалиции в оппозиционной платформе «За жизнь». Сколотить коалицию без оппозиционной платформы «За жизнь», с моей точки зрения, они недееспособны. Я думаю, что это все политики на всех уровнях понимают, а наша политическая сила настроена на максимально конструктив. В политике есть фраза «never say never», никогда не говори никогда. Николай Скорик, кандидат в народные депутаты Украины от оппозиционной платформы «За жизнь». В прошлом министр финансов Автономной Республики Крым. И он сам ответил на популярный вопрос «Чей же Крым?». Для представителей оппозиционной платформы «За жизнь» этот вопрос никогда не стоял. Для нас Крым однозначно только украинский. И наши лидеры на буквально переговорах, которые состоялись на прошлой неделе с руководством Российской Федерации, это лишний раз подчеркнули. Но раз такое дело, то почему бы не спросить относительно того, есть ли план деоккупации Крыма у политической силы? На сегодняшний день нужно восстановить диалог с Российской Федерацией. И вопрос, который можно решить на сегодняшний день, это вопрос, реально его решить, это вопрос урегулирования ситуации в Донбассе. После того, как будет урегулирована ситуация в Донбассе, нужно начинать диалог с Российской Федерацией в отношении того, как вернуть Крым. Я думаю, что начать нужно с того, что нужно расследовать действия отдельных политиков украинских, которые рядятся в такие патриотические одежды, как Крым мы потеряли. Это будет, может, таким в этом плане правильным стартом. А если, скажем, на сегодняшний день в Украине, я думаю, на территории Украины нет политика, который может сказать, как это сделать быстро. Это очень достаточно сложный процесс. И в этом плане я считаю, что украинский политикум должен объединиться. И решить этот вопрос можно только через диалог с Российской Федерацией, через усиление взаимопонимания. И это очень непросто, но я считаю, что в этом вопросе все политические силы Украины должны быть едины в том, что идти по этому пути нужно, как бы это сложно не было. Разговоры о скажем, такие деструктивные разговоры в отношении Российской Федерации только усугубят ситуацию. Председатель общественной организации «Сила права» и глава одноименной партии, экс-вице-премьер Автономной Республики Крым и экс-депутат Крымского парламента Андрей Сенченко выдвинул свою политическую силу на эти выборы и не пошел в Верховную Раду с Юлией Тимошенко, как это было с 2006 года. Теперь он в списке собственной политической силы. Поскольку я в команде Тимошенко занимался вопросами войны и мира, вопросами укрепления армии, развития оборонно-промышленного комплекса, то я просто считаю, что это вопросы, которые должна быть политическая сила в будущем парламенте, для которой эти вопросы будут стоять на первом месте, не в череде других. Именно поэтому мы поговорили с Юлией Владимировной, мне кажется, она меня поняла, и мы просто пошли своей дорогой. Андрей Сенченко рассказал, что вернуть Крым и крымчан, реинтегрировать в единую Украину – главная задача его политсилы. Для этого нужны, говорит он, дипломатические усилия и информационное давление, а также юридическое и еще усиление армии. Мы занимались войной на юридическом фронте против государства-агрессора, поддержкой пострадавших украинских граждан в украинских судах. Сегодня есть более 1000 решений. Арестовано $3,5 миллиарда финансовых активов Российской Федерации. Поверьте, это не последнее, что арестовано как источник для выплаты, будущих выплат пострадавшим украинским гражданам. Мы подготовили, вот наша команда, которая по сути была опять-таки на базе силы права, команда военного кабинета,
нет. Эти люди сейчас с нами идут. И мы с ними вместе готовили стратегию, ну, по сути дела, возвращения полноценного мира без территориальных и политических уступок государству-агрессору. Стратегию возвращения Крыма и Донбасса. Это у вас есть? Конечно, стратегию укрепления украинской армии, реального, потому что сегодня разговоров сколько угодно о том, что у нас сильная армия. Эта армия сильна только духом тех людей, которые защищают свою страну, но отнюдь не в результате действий власти. Стратегию развития оборонного комплекса. А вот следующий кандидат или кандидатка Эмине Джипар баллотируется от партии «Украинская стратегия» Гройсмана. Напомню, ныне она первый заместитель министра информационной политики України. Моя ключова тема, моя особиста історія, да, те, чим я опікуюсь не тільки професійно, але і те, чим я живу, це питання Криму. І, напевно, для мене це була найголовніша мотивація. Це та система, до якої уваги 25 років в принципі не було, а сьогодні навіть по рівню фінансування цієї сфери можна сказати, що це є один з пріоритетів уряду. І, зокрема, для мене це теж була ознака того, що люди, які навколо, вони дійсно мають свою візію, вони дійсно хочуть продовжувати. Ну, а я, як член цієї команди, так само буду нести свою тему. Да? Це, зокрема, гуманітарний блок, це, зокрема, деокупація, питання Криму і Донбасу. Це те, що я заявила як свою мету, зокрема, участі в цій політичній силі. А вот реально ли сделать что-то из Киева для Крыма? Во-первых, вы напишите свои ответы в комментариях, а мы послушаем, что же сказала Эмине Джипар. Нет ли у вас ощущения, что чем дальше, тем меньше есть возможности сделать вот с материка что-то для людей непосредственно в Крыму? Немає того відчуття. Навпаки, я вважаю, що єдиними і головними захисниками громадян України на окупованих територіях є саме громадяни України на неокупованих територіях. Публічність – це чи не єдиний імунітет і спроба захистити їх життя, а тих, хто сьогодні за ґратами, умови їх перебування там. Есть еще несколько моментов, о которых говорили в наших эфирах кандидаты. Вот, например, давать воду в Крым или нет? Подавать ли воду в Крым? Я думаю, что это единственная ниточка сейчас, которая может хотя бы как-то влиять на наши взаимоотношения материковой Украины с временно оккупированным Крымом. То есть мы можем Россию сдерживать вот этим вот нашим каналом. Если мы дадим воду в Крым, то тогда мы вообще не сможем говорить ни о том, что там что-то, скажем, делается не так. То есть Россия на нас полностью тогда будет плевать. Мы сейчас можем ее сдерживать исключительно вот этим северокрымским каналом. То и с водой, и с электроэнергией это все надо восстановить. И мы считаем, что все, что делалось в этот период, когда Крым там отрезали от транспортного сообщения и от воды, от электроэнергии, это ошибка, потому что это полностью отрезает наших граждан, которые там, лишает нас ментальной связи, культурных связей и так далее. И этого делать ни в коем случае нельзя, а наоборот, крымчане должны чувствовать, что Украина рядом, что они граждане Украины, несмотря на все, что происходит там. При каких условиях, по вашему мнению, Украина, материковая часть Украины, может дать воду Крыму? Условие только лишь одно. Конкретный план деоккупации Крыма на стол. Вот сегодня мы начинаем обсуждать деоккупацию Крыма. Мы видим этапы, формы, даты, хронику вывода российских войск из Крыма. И поэтому, если бы было бы принято, вот как мы сейчас Украина говорим, вода – да, после деоккупации. Или в момент деоккупации, как минимум. Что По Крым Крыму является есть очень оккупированным много и оккупанты законов, Российской которые Федерации. вообще принципиально устарели. Законы, которые нужно переделывать. Закон об оккупированных территориях. Например, закон об свободной экономической зоне, который в первый месяц, буквально как только он был издан, уже стала появляться, вернее, в первый месяц работы Верховной Рады стала появляться критика с тем, что нужно его убрать, Вы этот за отмену закон. этого закона? Конечно, я и политическая была сила всегда, «Слуга народа»? естественно. Она, естественно, тоже за отмену. А вот этот вот закон, он действительно лоббистский, он в интересах тех предпринимателей, которые на этом зарабатывают деньги. Да, категорически мы были против, мы еще, по-моему, обращались к президенту, чтобы он ветировал ее, но этого не произошло. И если мы сейчас снимем блокаду и начнем торговать, тогда уже все, считайте, тему Крыма закрыта уже. Мы сами примирились, мы уже считаем нормальным с ними торговать и
держит нормальные отношения. То, что касается закона о свободной экономической зоне Крым и всех тех дискриминационных моментов, связанных с действием этого закона, я могу только лишь сожалеть о том, что мне и некоторым моим коллегам, которые были последовательны в своих усилиях, чтобы отменить этот закон, или, по крайней мере, отменить нормы, которые дискриминировали выходцев из Крыма, вынужденных переселенцев, нам это не удалось сделать, но я очень надеюсь, что в новом составе парламенте, поскольку там уже не будет так сильно олигархическое крыло, которое было заинтересовано именно в этом законе, я надеюсь, что оно будет ослаблено, и мы этот закон отменим. Мы должны в новом парламенте заняться вопросом максимум снятия всех ограничений на торговлю. Крымчане должны чувствовать, что они граждане Украины, и они должны это понимать, и мы должны всячески это подчеркивать и давать понять на всех уровнях. Нам необходимо отменить закон про свободную экономическую зону Крым. Это необходимо делать, потому что это унижает человеческое достоинство, потому что мы все являемся гражданами Украины, а не людьми, которые являются нерезидентами, да, имея украинский паспорт. Этот вопрос еще дискутируется. Однозначно политическая сила «Голос» говорит о том, что мы должны защищать права крымских татар как коренного народа. Мы говорим о вопросе самоопределения крымских татар согласно международному праву и защите этих прав согласно международного законодательства. Поэтому над формами, да, есть еще определенные дискуссии, но понимание, что крымские татары как коренной народ имеют право на самоопределение, оно есть. В целом, украинскому сообществу полного понимания вот этой проблемы нет. Некоторые говорят о том, что вот если будет национально-территориальная автономия коренного народа Крыма, крымско-татарского народа, попросят автономию еще и другие, там венгры, румыны, и, дескать, Украина распадется. Ну, абсолютная чушь. Во-первых, речь идет же не о создании какой-то новой, а о восстановлении того, что было преступно нарушено в 1944 году. До этого существовала национально-территориальная автономия. А этого много не понимают. Мне кажется, что это должны решать политики не в Киеве, а это должны решать граждане Автономной Республики Крым после того, как будут решены все вопросы, которые с этим связаны, и принимать такие решения сейчас, мне кажется, украинскому волны-на-часе, это будет неправильно по отношению к крымчанам. При всем моем уважении к крымско-татарским гражданам крымско-татарской национальности и так далее, но это много друзей тоже, но мне кажется, что сейчас это будет в определенной степени дестабилизационным фактором, и украинская конституция нуждается в реформах, но мне кажется, это не самый актуальный вопрос на сегодняшний день. А когда это время может прийти? Это время может прийти после того, как будет урегулирован вопрос возврата Крыма в юрисдикцию Украины. И, соответственно, тогда нужно будет говорить и, возможно, выносить этот вопрос на референдум с крымчанами, чтобы они определялись в новом статусе. Вот такие ответы мы с вами получили. Спасибо, что подписываетесь на Крым Реалии в соцсетях, слушайте наше радио и читаете сайт. С вами была Катерина Некречия. Пока-пока.